Снимаем здание. Территория департамента. Пошли. Хорошо, пошли. Были на приеме, вас приняли. Все, Да. спасибо. Всего доброго. Эти вызвали, они должны приехать. Все. Хочу прежде всего сказать, что господин Проценко – это тот самый, который 1,5 месяца назад, когда я требовала объяснения относительно перевода Андрея из Новополоцка в Бобруйск, объяснял мне, что в Бобруйске очень хорошо, потому что там растут абрикосы, бананы и ананасы. Сейчас он мне сообщил, что ввиду существования некой опасности, и опять же ввиду моих критических высказываний, ну то есть во всем женщины виноваты, конечно, принято решение перевести его из Бобруйска в Витебскую область. Вот, то есть, как я понимаю, я спросила, куда именно. Он сказал, не скажу. Я говорю, в Витебу. Он сказал, ну, сами догадались. Перед пресс-конференцией, которую мы давали с женами других политзаключенных, с Олей Бондаренко и Мариной Адамович, Андрея предупреждала администрация Бобруйской колонии, что если будет шум в прессе по поводу пыток, жестокого обращения, нарушения прав заключенных, то ему будет еще хуже, его увезут из Бобруйска неизвестно куда, где ему совсем устроят кошмарную жизнь. Вот сейчас его куда-то повезли, поэтому, извините, я не могу даже отвечать за информацию, которую мне предоставил Проценко. Он мне сказал, его везут в Витебскую область. Хочу напомнить, что в прошлый раз мне говорили, что его везут в Гомель, а он оказался в Витебске, потом в Могилеве. Поэтому давайте не будем верить Проценко. Я попрошу адвокатов, мы с завтрашнего же дня начнем его просто искать. Я так поняла, что розыск это наша задача. Ибо чиновники никогда не скажут правды, они боятся этой правды.